Человек, который использует 3D-моделирование и 3D-принтер для создания и печати функциональных деталей, рано или поздно сталкивается с проблемами. Одна из таких является то, что две разные детали, которые должны собираться вместе, часто не подходят друг к другу. Например, вам необходимо одну деталь вставить в другую, и вот ситуация, эта деталь не заходит. Так давайте же разберемся, почему так происходит. Всем привет, это Beyond Curriculum, с вами Даниил, и сегодня я вам расскажу о том, как учитывать погрешность при печати. Цели данного урока – это знакомство с методами повышения точности моделей, также изучение настроек слайсера, учет погрешности при моделировании и печати сравнения точности моделей до модификаций и после. Что нужно знать и уметь? Знать и уметь нужно очень много. Во-первых, нужно уметь создавать 3D-модели, используя базовые чертежи, используя параметры, то есть в целом знание, скажем так, 3D-моделирования необходимо как можно на максимальном уровне. Также необходимо уметь пользоваться компьютером, уметь пользоваться 3D-принтером и уметь создавать G-код. Итак, причин тому, почему детали выходят неточными, может быть очень много. В первую очередь необходимо проверить принтер и, скажем так, проверить также инструменты. Нужно удостовериться, что ремни на 3D-принтере натянуты, что ведущие осей смазаны, что охлаждение подается на достаточном уровне, и также, что принтер откалиброван правильно, а экструдер не болтается. Если же у вас происходят проблемы при печати, то есть у вас не натянуты ремни, или у вас еще есть какие-либо проблемы, из-за которых 3D принтер не печатает вовсе, я рекомендую зайти к нам на вики в статью «Калибровка принтера и подготовка к первой печати», где вы сможете в целом найти общие алгоритмы того, как необходимо, скажем так, работать с принтером, когда он еще не печатал вообще или не печатал очень долго, какой пластик стоит использовать, в целом, какие махинации необходимо произвести для того, чтобы 3D принтер смог работать более-менее точно. Возвращаемся сюда. Также необходимо удостовериться, что вы умеете пользоваться штангенциркулем, что ваш штангенциркуль работает достаточно точно. Итак, штангенциркуль. Как же им пользоваться? На самом деле все крайне просто. Во-первых, стоит учесть что штангенциркуля есть двух видов. То есть первый вид, который вы видите вот здесь, это обычный штангенциркуль. У него есть такая линеечка со шкалой деления, вы это сейчас можете видеть. И как раз таки по ней мы понимаем, какой размер у нашего объекта. И есть электронный штангенциркуль, вот он вот такой, то есть здесь тоже есть шкала, но тем не менее, чтобы понять какой размер, мне достаточно его просто отодвинуть. Такой штангенциркуль, скажем так, не всегда может быть точнее вон того металлического, но можно сказать, что он более удобный, особенно для видеоуроков. Итак, давайте я расскажу сейчас, как пользоваться штангенциркулем. Предположим, у нас есть вот такой линейный подшипник скольжения, размер которого мы хотим замерить. Что я делаю в первую очередь? Давайте я расскажу, как это делать на обычном штангенциркуле без, скажем так, экранчика, потому что с экранчиком штангенциркуль электронный работает после этого понятно. Смотрите, как мы начинаем измерение. В первую очередь здесь у нас есть шкала вот такая. И вы видите то, что здесь есть самая левая полоска. Вот, то есть, если я отодвинул вот настолько, вы видите то, что вот эта самая левая полоска совпадает с единицей 1. Это означает то, что я отодвинул ровно на 1 см. То есть, мы измерять начинаем именно ориентируясь на вот эту полоску. То есть, по ее положению мы понимаем, какой размер. Например, я беру подшипник скольжения и заталкиваю его вот сюда. То есть, именно не вот сюда внутрь, а вот сюда. То есть, здесь есть расширение, которое должно быть чисто по соображениям механики, благодаря которой собрался штангенциркуль. Но зажимаем наш предмет мы непосредственно вот, скажем так, вот в эти крайние губки. Смотрим теперь, какой здесь размер. Итак, я вижу следующее. Я вижу то, что у меня вот здесь самая крайняя левая полоска проходит на 24 мм. Это значит то, что длина у этого подшипника скольжения 24 мм. Отлично. Теперь смотрим следующее. Допустим, я хочу измерить внутренний диаметр чего-либо или внутренний размер чего-либо. Вот у меня есть вот такая рамка, которая чуть позже появится в нашем уроке. Я хочу знать, сколько у нее внутренний диаметр. Я беру, уже пользуюсь не вот этой частью инструмента, а вот этой. То есть я засовываю эту часть инструмента внутрь и буквально разжимаю ее. И также смотрю здесь, где у меня, скажем так, что у меня показывает. Показывает примерно 20 мм. Ну, замечательно. Смотрим дальше. Допустим, я хочу измерить глубину чего-либо. То есть у меня есть какой-то предмет, я не могу вытащить его, чтобы измерить его длину, точнее глубину. Мне нужно как будто бы опустить что-то внутрь, чтобы понять, какая глубина там. Для этого мы будем пользоваться вот этой частью штангенциркуля, то есть вот она. Как раз таки мы ее отодвигая, также можем засунуть внутрь и посмотреть глубину. То есть, например, у меня подшипник скольжения гипотетически закреплен где-то внутри далеко, я хочу узнать его глубину. Я беру просто и вот так опускаю щуп
внутрь нашего подшипника скольжения до упора. В данном случае упора у меня нет, поэтому я на глаз просто его обратно вверх подверну. И смотрим опять же. И получается у нас, что примерно 20, да, можно сказать 23-24 миллиметра. Опять-таки так, с такой погрешностью так получилось, потому что у меня нет упора внутри. Если мы опустим до упора, то как раз таки размер будет более точный. Ну и в целом электронный штангенциркуль работает тоже абсолютно так же. То есть я беру, зажимаю внутрь. И у меня показывает то, что у него длина даже не 24, а примерно 23,8. О, как интересно. Диаметр, измерим диаметр. Диаметр показывает 4,8 мм. Окей. Хотя на том штангенциркуле у нас бы показал диаметр 15 мм. То есть, да, электронный штангенциркуль может показывать более точные цифры, но при этом это не говорит о том, что у него у самого нет погрешности. Но вот такой штангенциркуль чаще всего для наших нужд более чем достаточно. То есть другие погрешности мы сможем в случае чего учитывать в самом Fusion 360. Итак, вот наш 3D принтер. Теперь я хочу убедиться в том, что он готов для печати. Например, я хочу проверить натяжение ремней. Что я делаю? Я беру и пальцем трогаю ремешок. То есть я примерно должен приложить вот такие усилия, то есть не прям сильно его вдавливать, но просто, вот, скажем так, потрогать. Ремень должен проявлять такое умеренное сопротивление, то есть он и не должен проваливаться сильно под моим пальцем без усилий, но при этом он и должен прогибаться хоть как-то вообще, то есть если он вообще не прогибается, ему нужно прям сильно давить, чтобы он прогнулся. Это перенатяжение, если же он от вашего пальца просто с легкостью падает вниз, ну вы его не натянули. То есть, на что еще нужно обратить внимание, так это, например, на пыль. То есть вот здесь можно видеть то, что вот из-за того, что принтер не работал очень долго, пыль собралась, и в целом нежелательно использование таких реек для печати. То есть необходимо пыль удалить перед печатью, чтобы линейные подшипники скользили просто с легкостью. Ну и плюс ко всему необходимо их также смазывать. Для того, чтобы скольжение было равномерным, без каких-либо, скажем, таких рваных зацепов, рваных движений. Итак, как только мы удостоверились, что наш 3D принтер работает замечательно, что мы умеем пользоваться штангенциркулем, а также что наш штангенциркуль работает довольно точно, нам необходимо перейти непосредственно к самому 3D принтеру. Почему происходит в целом, что детали не точные? Это нормально. Нормально, потому что пластик, когда, скажем так, вытекает из сопла, он нагретый, потом он застывает, потом он еще пока в процессе того, как застывает, он все равно немножко, скажем так, растекается, хоть для нашего глаза это и не видно. Из-за этого в целом происходят погрешности. Более того, шаговые двигатели, на которых работают 3D принтеры, тоже не всегда являются точными, из-за чего погрешность, скажем так, в 0,1, в 0,01 мм обеспечена практически всегда. Но стоит учесть, что погрешность у 3D принтера в большинстве случаев всегда точная, то есть она всегда одинаковая. Как ее измерить? Ну, все очень просто. Я предлагаю вам использовать Tolerance Test. То есть Tolerance Test это вот такая моделька, которую вы печатаете на вашем 3D принтере, и здесь, скажем так, есть так называемые крутящиеся цилиндрики. Как это работает? Это работает так, что между цилиндром и непосредственно самой, скажем так, ванночкой для этого цилиндра есть расстояние, которое указано здесь внутри вот этих треугольников. Это расстояние 0,05 мм, либо 0,1 мм, 0,2, 0,3, 0,4 и так далее. Вы это печатаете, начинаете потом крутить, и после этого смотрите, где оно у вас крутится, а где нет. Скажем так, где крутится в последнюю очередь, это и является погрешностью вашего 3D принтера. Например, на 3D принтере Prusa Mark II, который мы используем, погрешность составляет 0,2 мм. Итак, после того, как мы разобрались, что наш 3D принтер работает замечательно, штангенциркулем мы тоже умеем пользоваться, нам необходимо следующее. Нам необходимо теперь учитывать погрешность при моделировании. И для этого мы будем использовать Autodesk Fusion 360. Вы можете использовать любую другую программу, но в нашем курсе мы, скажем так, пользуемся именно ей, поэтому модели делать я буду тоже в ней. Итак, предположим, мы хотим сделать следующее. Я хочу сделать небольшой кубик размером 20 на 20. И для этого кубика я хочу сделать такую рамочку размером 30 на 30. Здесь делаем 30 и здесь делаем 30. И внутри этого кубика уже я хочу сделать, то есть такое отверстие, чтобы, точнее не отверстие, ну да, можно сказать отверстие квадратное, чтобы туда помещался вот наш кубик. То есть чтобы одно залезало в другое, очень просто. Казалось бы, я сделал все правильно, я сделал и здесь 20 мм, и здесь 20 мм, поднимем на 10. И в теории, давайте перенесем это все в компоненты. То есть смотрите, если мы возьмем и вложим одну модель в другую,
то мы увидим следующее, то что модели замечательно подходят друг к другу, то есть они никак друг друга не перекрывают, они никак, скажем так, не болтаются друг в друге, то есть здесь должно просто идеально. Но так ли это будет на самом деле? Давайте проверим. Окей, мы только что напечатали наши вот такие две детальки, то есть это непосредственно сама коробочка и рамочка под нее. Давайте попробую засунуть внутрь. И какой бы силой я ни давил, абсолютно ничего не получается. Вроде бы и это 20 на 20 миллиметров, и внутри тоже отверстие должно быть 20 на 20. Давайте измерим штангенциркулем и посмотрим, что не так. Как вы видите, штангенциркуль показывает 22 миллиметра. То есть, если я прям сильно сожму, конечно, материал сжимается, но по факту, то есть, если расслаблено будет, то есть, при этом вы видите, кубик держится отлично, он не скальзывает, то есть, он зажат в буквальном смысле, показывает 22 миллиметра. При том, что мы моделировали 20 миллиметров. Давайте посмотрим то же самое с этим отверстием. То есть, во-первых, посмотрим вот эту внешнюю часть. Здесь показывает, на удивление, 29,9, тоже не так уж и точно. Давайте посмотрим внутри. Опять же зажмем, показывает 19,7, примерно 19,8, если прям сильно зажать. То есть опять же, как вы видите, мы им трясем, и то есть у нас сама деталь не падает, держится отлично. И это показывает в целом то, что погрешность 3D принтера примерно на 0,3-0,2 мм, можно сказать 0,25. Итак, как мы видели только что, это не работает. То есть не работает вариант сделать кубик размером 20 на 20 и сделать саму рамку для кубика тоже размером внутри 20 на 20, потому что погрешность существует. Вы увидели то, что сам кубик у нас 22 мм, 20,2, в то время как отверстие внутри рамки 19,8. То есть, опять же, мы убеждаемся в том, что погрешность в 0,2 мм в обе стороны. Давайте попытаемся это решить. Теперь я попытаюсь сделать новый кубик. Я его тоже напечатаю, но с учетом этой погрешности. Давайте сделаем кубик. Итак, я не хочу менять рамку, перепечатывать саму рамку, поэтому предположим, что она составляет 19,8 мм. Значит, с учетом того, что наш кубик расширится в сторону на 0,2 мм, то есть на 0,2, я должен от 19,8 отнять 0,2. То есть, соответственно, мой кубик должен быть размером 19,6, и здесь тоже должен быть 19,6. Вот так. Теперь вытянем его наверх. И напечатаем на 3D принтере. Итак, только что допечатался новый кубик. Я сделал его зеленым цветом, то есть у него теперь ширина должна быть по плану 19,6, по факту 19,8. В итоге получилось 19,8, то есть ровно как мы рассчитывали по плану. Давайте попробуем теперь засунуть этот кубик внутрь. В целом, как вы видите, уже мне необходимо прилагать намного меньше усилий, чтобы он хотя бы вошел сюда. То есть вот так. Вот так он заходит просто замечательно. То же самое, например, если я возьму и поверну его вот так. Тоже зашел в целом отлично. Сам вставить кубик непосредственно сюда в квадрат будет проблематично, потому что он не имеет скругленных краев. По краям он, видите, то, что вот такой немножко горбистый, из-за чего необходимо в первую очередь подпилить его напильником, чтобы он вошел внутрь прям легко. Но в любом случае, как видите, входит он внутрь замечательно, без проблем, и внутри тоже ходит легко. То есть ровно так и нужно учитывать погрешность при печати. Итак, сегодня мы с вами разобрались, почему 3D принтер выдает погрешности. То есть еще раз подытожим. Возможно, у вас неправильно натянуты ремни, то есть недостаточно или наоборот с избытком натянуты ремни. Возможно, у вас есть непосредственно сама пыль на ведущих осях, из-за чего принтер тоже теряет, скажем так, плавность хода, из-за чего он может дергаться. Оси нужно обязательно протирать и еще и смазывать. Возможно, у вас вышел линейный подшипник скольжения, тогда его нужно заменить. Более того, мы с вами убедились, что еще и сами шаговые моторы могут давать погрешность, потому что их поворот не всегда, скажем так, идеален. Ну и более того, материал сам расширяется при печати, растекается, из-за чего тоже возникает погрешность. Вот в сумме все это дает нам то, что детали не точны. Но не точны они не прям так сильно, они не точны на 0,2 мм, то есть плюс-минус 0,2 мм на том принтере, которым я печатаю в американском уголке. Но есть принтеры более точные, у них там 0,1, у некоторых еще есть 0,05, но это крайне редко. На моем опыте могу сказать, что в большинстве случаев погрешность составляет плюс-минус 0,2 мм.
Крайне редко, если принтер, скажем так, очень старый или низкого качества, погрешность составляет 0,3 мм, а то и 0,4. Но это, если честно, уже крайне большая погрешность, и для создания функциональных деталей я так пользоваться таким принтером не рекомендую, потому что в целом погрешность очень большая. Более того, скажем так, для создания декоративных еще подойдет. И еще один момент, о котором я хотел бы сказать. Давайте предположим, что мы хотим сделать, скажем так, отверстие для линейного подшипника скольжения, то есть своего рода каретку для него. Вот так вытянем ее сюда. Тут еще могут быть также источники, скажем так, погрешности, о которых я сейчас расскажу подробнее в слайсере. Итак, очень много зависит от расположения модели непосредственно в самом слайсере. То есть, если я расположу модель, к примеру, вот так, давайте повернем на 90, то мы здесь также учитываем ту погрешность, о которой я говорил, 0,2 мм туда-сюда, то есть замеряем линейный подшипник скольжения, прибавляем к его радиусу 0,2 и здесь делаем соответствующее отверстие. Но, если вы вдруг печатаете сложную модель, где есть отверстие и на этой стороне, и на, допустим, вдоль оси X, и вдоль оси, вдоль оси Z, и вдоль оси X, и вдоль оси Y, то вы не сможете повернуть модель, то есть так, чтобы все отверстия печатались, скажем так, наслаиваясь друг на друга. То есть, чтобы была идеальная окружность. К сожалению, если мы положим модель вот так, то есть вернем ее в обратное положение, то здесь материал так или иначе при печати будет просто, скажем так, прогибаться, из-за чего вот это само отверстие не будет круглым в итоге. Какое решение есть? Первое решение — это увеличить, точнее уменьшить толщину печати, но это увеличит время. Второе решение — это использовать саппорты, то есть поддержки, материал поддержки. Давайте сделаем всемиры сразу, сделаем 0,10 мм и сделаем саппорты. Ну и третье, пожалуй, третий вариант, это, как бы нам не было грустно его использовать, это по сути просто напильник. То есть вам так или иначе придется напильником обработать это отверстие для того, чтобы сделать его более точным, подогнать под подшипник или под то, что вы будете пытаться засунуть в отверстие, которое создали. Ну а на этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр данного урока. Если вы хотите получить практику тем навыкам, которые вы, скажем так, получаете на наших уроках, обязательно приходите в American Space и в Makerspace своего города, которые есть в 11 городах Казахстана. Обязательно учитывайте эпидемиологическую ситуацию города, в котором вы находитесь, потому что если вы в красной зоне, скорее всего, Makerspace работать не будет. Но, тем не менее, все подробности вы можете узнать на сайте American Space своего города. Также не забывайте ставить лайки и комментарии под этим видео, рекомендовать данный курс друзьям и проходить домашние задания. Всем большое спасибо, до скорых встреч!